Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главном в этом выпуске. Состоялось торжественное направление граждан, прошедших обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Курсанты отправились на работу в Южную Якутию. Досрочные выборы главы Чурапчинского улуса проходят сегодня. На обращение жалоб на нарушение избирательных прав граждан и избирательного законодательства не поступало. В честь Дня Конституции будет включена архитектурно-художественная подсветка телебашни в Якутске. В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году. Так, ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых, заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Парламентарий отметила, что в стране планируется развивать цифровизацию. В частности, уже со следующего года внедряется беззаявительный порядок получения многих социальных выплат. Отмечается, что уже к 2030 году Россия планирует добиться полного цифрового равенства. Как подчеркнула депутат, это имеет большое значение для дистанционного обучения. Кроме того, парламентарий сообщила, что в следующем году вырастет часть социальных выплат. На 12 часов дня на досрочных выборах главы Чурапчинского улуса явка составила 24,12%. К этому времени проголосовали на выборах главы Урасалахского наследия-Абыйского улуса 20,79% избирателей. В Кылахском наследии Алекинского района явка составила 24,73%. На выборах главы Наяхинского наследия Усть-Алданского улуса 16,78%. На всех избирательных участках работают наблюдатели от кандидатов и на Общественной палаты республики. Отмечается, что обращений и жалоб на нарушение избирательных прав граждан и избирательного законодательства не поступало. На всех избирательных участках строго соблюдаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Тем временем сроки открытия сезонных автодорог сместили в некоторых районах Якутии из-за теплой зимы. На сегодня из 113 участков открыт 41 зимник. На ваших экранах сейчас список открытых зимних трасс с разрешенной максимальной грузоподъемностью. Осень и начало зимы были очень теплыми в центральных районах. Глобальное потепление создает большую проблему. Из-за медленного нарастания толщины льда и большого количества снежных осадков сокращается период ледостава на реках и озерах. Это приводит к переносу сроков открытия автозимников, объяснил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Сергей Владимиров. 38 курсантов со всей республики обучились, трудоустроились и отправились в Нерюнгри работать в угольном предприятии «Колмар». Сегодня состоялось торжественное направление граждан, прошедших обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости», нацпроекта «Демография» и подпроекта «Вахта-14». В рамках программы желающие граждане со всей республики обучаются на курсах по требуемой промышленной квалификации и трудоустраиваются на постоянной основе в крупных промышленных компаниях республики. На сегодняшний день обучающие курсы прошли и направлены в предприятия республики 9 групп курсантов. В целом по проекту «Местные кадры в промышленность» уже трудоустроено 9,5 тысяч якутян. Население у нас очень хорошо реагирует, потому что проект он учитывает все системные проблемы трудоустройства и существенно облегчает жизнь северян. Поэтому сейчас уже заработало такое так называемое сарафанное радио. И ребята друг друга узнают. Первые группы уже начинают приглашать своих братьев, земляков. И также активно узнают информацию со СМИ и уже переходят на новый этап своей жизни. Совершенно просто лазил в телефоне, наткнулся на объявление в Инстаграме. Тут же позвонил, сразу же откликнулись, предложили обучение. Обучился 3 недели, закончил курсы, сдал экзамены и попал сюда. Это удобно. Каждому нужен какие-то шансы. Допустим, не каждый может туда попасть.
В Москве на фестивале «Вкус Арктики» представили кулинарные шедевры северной кухни. Фуд-ивент является одним из официальных мероприятий председательства России в Арктическом совете. Его инициатором и хедлайнером выступила Якутия. Помимо гастрономии, фестиваль запомнился деловой частью, где презентовали проект Арктического совета «Яллу» – молодежь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике. Все подробности у Айсены Бурнашовой. 800 тысяч озер, 2 миллиона километров рек, 1370 метров составляет глубина вечной мерзлоты. Это все о Якутии. На таких мультимедийных стендах, напоминающих айсберги, разместилась вся актуальная информация об арктических регионах и даже странах. Вот, например, стенд Исландии, страны льдов и снега. Именно от Исландии в этом году представительство в Арктическом совете перешло к России. И сегодня все говорит об устойчивом развитии, сохранении наследия и культуры арктических общин. В деловой части фуд-ивента презентовали уникальный проект «Яллу» – книгу, созданную молодежью Арктики о традиционных блюдах сразу 16 коренных народов мира. Мы защищаем знания о продуктах питания коренных народов, сохраняем их для будущих поколений. Несколько лет назад собрались 50 молодых людей, большая делегация со всего севера и, конечно, из Якутии. И начали общаться с пожилыми людьми о традиционной еде коренных народов. Эти знания в этой книге. Именно через сохранение культуры питания мы показываем уникальность традиции и говорим о многообразии культур, отмечают участники фестиваля. Проект «Яллу» важен для развития всей арктической территории. Мы видим, что работа России идет от сердца в плане поддержки коренных народов, в экономике, в устойчивом развитии Арктики. Сегодня мы также вместе говорим об изменении климата, его изучении, обсуждаем много действительно важных тем. Я из Канады, и я думаю, что у нас прекрасные партнерские отношения. Объединить креативные силы стран в решении проблем устойчивого развития регионов Арктики будет возможно и на Северном форуме, который пройдет в Якутии уже в следующем году. Северный форум устойчивого развития, он пройдет в сентябре, в конце сентября. Я с удовольствием приглашаю всех представителей молодежи, коренных народов Севера, всего мира, и вот с тех, с кем я сейчас встречаюсь, представителей, к нам в Якутию на этот форум. Самое ожидаемое событие гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», конечно, гала-ужин. Якутия, как инициатор и хедлайнер мероприятия, открывает его. Гостям подали королеву стола – индигирку из чира с икрой и сусальным золотом. Самое главное, что здесь люди имеют возможность познакомиться с потрясающей, глубокой культурой, не просто кухней, а культурой. И, конечно, Якутия, как самый большой субъект Российской Федерации и самая большая арктическая территория у нас богато представлена здесь. Поэтому спасибо Айсену Сергеевичу, спасибо республике за, как всегда, качественную, отличную отработку. Уруяйхал! Всего же фестиваль «Вкус Арктики» будет работать 2 дня. Ее участниками стали все представители российской Арктики и зарубежных стран. В программе мастер-классы от именитых шеф-поваров и представителей КМНС, дегустации блюд, концертные номера. Ключевое событие – кулинарный марафон арктической кухни. На фестивале представлено все самое лучшее и все самое вкусное. Каждый здесь выбрал тот регион, который он захочет посетить. Что наша задача – это не только накормить, но и привести к себе. И я уверена, что это послужит также развитию гастротуризма в Российской Федерации в целом. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. В рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации Министерство молодежи Якутии совместно с Центром по работе с волонтерами республики сегодня, 12 декабря, проводят патриотическую акцию по распространению лент в цветах российского триколора. Раздача лент проходит сегодня в торговых точках города Якутска и площадях. Это ТРК Туймада, Саха-Экспо-центр, площадь Ленина и площадь Орджоникидзе. Также сегодня, 12 декабря, в честь Дня Конституции будет включена архитектурно-художественная подсветка телебашни в Якутске с 17 до 20 часов. Вместе с якутской телебашней праздничная подсветка появится на телебашнях в Нижнем Новгороде, Воронеже, Казани, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Грозном, Калуге и других городах. На медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться флаг России, а с наступлением сумерек включится праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки.
сетки. Напомним, Российская Конституция была принята всенародным голосованием в 1993 году, а спустя год, 12 декабря, объявили государственным праздником. Конституция – это основной закон государства, ядро правовой системы России. Гирлянды, наборы елочных шаров, мишура и новогодние звезды в этом году подорожали на 90%. Такую статистику приводят специалисты на сайте Чек-Индекс. Интерес к ретро-игрушкам тоже спровоцировал рост цены. За 4 года она выросла в 10 раз. Есть ли тренды в новогодних украшениях? Подробности у наших коллег. Этот мышонок мне очень понравился. Я его прям с особым каким-то трепетом делала. И он получился такой маленький, компактный. Совсем не злой мышиный король, поэтому хочу его оставить себе. Оставить себе новогоднюю игрушку – редкость. Они все на заказ. Мария Мамонтова воплощает сказочных персонажей из ваты. Даже маленькие детали сделаны вручную. Например, очки, книга или перо ученого кота из сказки Пушкина. Самое сложное – лица и мордочки животных. Их рукодельница лепит из пластики. Здесь главное – терпение, иначе игрушка будет с браком. Несмотря на большой выбор елочных игрушек в магазинах, ручная работа всегда в тренде. То есть люди, которые любят шарики покупные, например, елку оформить чисто шариками красными, например, или вот в определенном цвете. Но есть те, которые любят именно игрушку с историей, чтобы у нее был какой-то именно характер. Даже если покупая какие-то декоративные предметы в магазине, все равно обращаешь внимание на какие-то более интересные. Новогодние украшения ручной работы в моде последние 2-3 года. Тенденция этого года – минимум искусственного, больше натурального. Стекло, керамика, дерево, живые ветки. Также пользуются популярностью горшечные растения, которые оформлены в новогодней тематике. Например, гиацинты очень красиво смотрятся, гипиаструмы смотрятся красиво в новогоднем оформлении. Минимализм в новогодних украшениях и праздничном декоре задает западная флористика. Следовать им с каждым годом все дороже. Если бюджет не позволяет обновлять украшения каждый год, даже привычным пластиковым шарам можно найти место в новогодних композициях. Благо в интернете немало мастер-классов. А еще можно подождать, когда модные украшения сами придут к вам в руки в виде новогоднего подарка. Еще один интересный тренд – композиции с живыми цветами и сухоцветами. Это могут быть розы, еловые ветки и крашеный эвкалипт. Их преподносят как новогодний подарок. Когда букет завянет, не стоит его выбрасывать. Сухоцветы станут оригинальным дополнением ели. Юлия Золотарева, Анастасия Белокрыницкая, телеканал «Алмазный край». И в завершении о спорте. 2 якутских спортсмена завоевали серебряные медали Кубка мира нефтяных стран по боксу. Так, Талбан Егоров выступал в весовой категории до 48 килограммов, а Евгений Мартынов в весе до 51 килограмма. Соревнования прошли в Нижневартовске. Они длились с 6 до 11 декабря. К этому часу пока все новости. Еще больше информации на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. До встречи в эфире.